Считается, что беременность – самая приятная и ответственная пора в жизни любой женщины. Все 9 месяцев будущая мама носит под своим сердцем маленькую кроху в ожидании чуда. Однако в последнее время для общества становится привычным тот факт, что беременность может длиться 7, а то и меньше месяцев. Многие ошибочно полагают, что в этом нет ничего страшного, и медицина способна поставить на ноги малышей, родившихся преждевременно. Выходить маловесного ребенка даже с экстремально низкой массой тела сегодня возможно, но при этом стоит помнить, что недоношенность грозит серьезными последствиями. Во-первых, это задержка психического, задержка физического развития. Но самое главное грозное осложнение – это, наверное, скорее всего, ДЦП. В последнее время рост заболеваний детского церебрального паралича, конечно, прогрессирует. Если в начале, 5 лет назад было их около 30 человек, сейчас детей, которые состоят на учете у нас по заболеванию ДЦП, в 2 раза увеличено. Это уже дети, которые являются инвалидами, но также и которые не являются инвалидами, часто в данное время проходят реабилитацию. У недоношенных детей из-за недозрелости часто страдают органы зрения. Специалисты отмечают рост коварного заболевания, именуемого в медицине как ретинопатия недоношенных. Новорожденный рождается с незрелой сетчаткой. Это оболочка, которая непосредственно отвечает за зрение. Поэтому приходится еженедельно консультировать всех недоношенных детей и смотреть, как процесс этого созревания идет. Если, вообще ретинопатия, она развивается по стадиям. Первая, вторая стадия, она подлежит регрессии, то есть наступает выздоровление. А если переходит уже в 3-ю стадию, то нужно проводить уже целенаправленное лечение, потому как постепенно происходит потеря зрения ребенка. Наблюдает преждевременно рожденных малышей и врач-невролог. Специалисты прилагают все усилия для того, чтобы дети выписались с роддома окрепшими. Из года в год новорожденных, появившихся на свет раньше положенного срока, становится все больше. Только за 10 месяцев текущего года в Сибайском роддоме родилось 64 недоношенных ребенка. Если ребенок проходит все этапы лечения, реабилитации и вовремя выполняются все назначения, то к концу года можно сказать, что 80% из всех недоношенных детей, родившихся, они догоняют своих сверстников и становятся такими же членами полноценными общества, как и если бы это был бы доношенный ребенок. А 20%, конечно же, уходят в состав нездоровых детей. У них развивается та или иная патология. Для того, чтобы малыш родился в срок и имел крепкое здоровье, парам стоит позаботиться о планировании беременности, пройти обследование и устранить имеющиеся проблемы со здоровьем. Будущее ребенка в руках самих родителей, не устают повторять медики. Эти слова сохраняют свою актуальность и сегодня. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.